Всем добрый день, добрый вечер. Извиняюсь за задержку. Были небольшие технические накладки. Добро пожаловать на сегодняшний эфир. Сегодня мы его проведем вместе с Ингой. Инга сделает, скажет добрый вечер, Ольга. Да, добрый вечер. У меня экстренная ситуация, пришлось, она физическая, но технически связана с... У нас синхрон с вами. Постороннего шума слышно. Меня слышно? Да, слышно. Слышно? Да. Да, все, супер. Пришлось выйти, потому что пес, видимо, что-то съел, и он прям вот ни на секунду не успокаивался. А я до этого с клиентом работала по кишечнику, и, видимо, его зацепило. Ну, всякое бывает. Что хотела сказать, да, я пока в двух словах скажу, да, потом мы, возможно, специально на эту тему сделаем с Екатериной эфир. Я хотела сказать, что мы живем в мире, да, где все подвластно системам. На каких-то семинарах, вебинарах мы это поднимали, но не все участвуют, не участвовали. Или, может быть, слышали, или, может быть, там, не знаю, может быть, слышали где-то в других местах. Что такое системы, подсистемы, надсистемы, да? Имеется в виду, допустим, вот у нас есть школа, да, школа созидания. Мы ведем определенные занятия. Эти занятия все касаются и поддержки, и ресурса, и развития, да, развития как человека духовного, как человека социально, ну, любая духовность, она нужна для чего-то, да, то есть нету такого, то есть у нас прикладные все техники, все это техники от Академии Николая Журавлева, в основном, большая часть, да, где-то пересекаются с институтами и другими школами, Пегас Сидим. Вот, и секундочку, тут другие собаки гуляют, у нас здесь вот еще участники. Соответственно, то есть очень важно, чтобы мы все двигались по структуре, которые запрашивают системы большие, да, системы страны, системы, как это называется, цивилизации, которую мы проживаем, да, мы сейчас проживаем с вами уже частично 6-ю цивилизацию, да, немножко быстрее все происходит, да, то есть 5-я, 4-я как бы свои запросы предлагала и темы, 6-ю, и вот ситуация какова, что вы знаете все структуру пирамидальную, да, в финансовых, да, структурах, наверное, чаще всего с ней встречались, хотя ее придерживаются в основном все стратегические менеджменты и маркетинги. И вот ситуация какая? Вот, допустим, наша школа, как и любая другая школа, которая идет по пути развития, по пути к большему, да, то есть без остановок, да, то есть мы не планируем останавливаться, мы живем в этом, да, то есть мы живем в этом ресурсе, мы движемся в этом ресурсе, мы, скажем так, делимся с людьми, и люди делятся с нами, и мы вот находимся в этом обществе. И стратегия такова, что вот мы ведем занятия, да, дальше это подразумевает, что мы выпускаем, то есть наши выпускники, они потом готовы также вести какие-то практикумы сначала, возможно, под присмотром наставников, да, либо там по какой-то инструкции. И это дальше должно как-то развиваться. Мы тогда на это все вместе, все, кто в этом участвует, получаем наибольший ресурс, наибольшей системы, да. Если, объясню, может быть, сейчас еще в двух фразах, просто ситуация. Если мы... понятно, я не знаю, как Пегас отреагирует, поэтому... Если это девочка, то нормально. Ну ладно, потому что тут же еще... Так, прошу прощения за отвлечение на... Так, Пегас, давайте вы идите, пожалуйста. Мы заняты, ладно? Быстро сел.
Значит, в двух словах еще скажу, потому что, смотрите, эта псина уже куда залезла. Ты тут не главный, да, ну просто здесь реально собаки, а вот когда люди проходят и говорят, моя собака не кусается, это понятно, но Пегас начинает бегать вокруг коляски, и это не очень удобно. Ну-ка, слазь быстро. Зачем ты запачкал? Ладно, не важно. Смотрите, если человек не выносит, вот, допустим, он получил знания, получил раз, второй, третий, пятый, десятый, объем нарастает, мощности нарастает, он уже там, не знаю, то ли ему в медиумичность включаться, то ли ему как называется, операторство и так далее, его начинает мотать. Потому что, что? Потому что вот тот стержень, который у него был, он, когда он не развивался и когда он был в стагнации, да, мы все-таки с вами за развитие, он начинает колебаться, да. И здесь в этом случае очень помогают практики работы с другими людьми. Почему мы с самого первого, вот сегодня Екатерина будет говорить про базовый курс, который является основой для начала движения, для такого стабильного, без эффективного, беспрепятственного, без, как это называется, мы еще слово всегда говорим, что там защиты много, ключей безопасного, вот, безопасного способа вхождения во все вот эти слои улучшения качества жизни по всем слоям, по всем сторонам, да. Вот, и вот ключ от всех дверей, как мы говорим, вот эта система Рейки Игдрасиля. Екатерина вот начинает базовый курс, и хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом, в том числе всем своим друзьям и знакомым, не потому, чтобы в качестве рекламы, а потому, чтобы просто сделать этот мир лучше. Потому что, да, сейчас вот эта стратегия, что сейчас финансы, это важно, деньги все из каждой форточки, да, мы все только опора на деньги, связи уже не играют никакой роли. Это временная ситуация. Люди за последние 2 года уже по деньгам сошли с ума. Да, это является действительно базой для выживания какой-то, да, но выживание заключается это не только мера денег. И еще год-два, и это отойдет на второй план. И я напоминаю, клипот, что такое клипот, помним, кто каббалой занимался Таро, что если что-то одно, вы чему-то одному уделяете, то есть если вы говорите, деньги главное, и все, мы только ради денег, тогда вы, соответственно, потом падаете по ресурсу и уходите в клипот. То есть здесь всегда надо держать позицию середины, да, и разумности. И вот как бы система Рейки Игдрасиль, чем больше людей будет включено в эту систему, тем, соответственно, мир будет мирнее, безопасность будет безопаснее, развитие будет эффективнее, и всем будем жить дружно и счастливо. Все, кто хочет, да, то есть и хочет комфортной, счастливой, мирной жизни. Это все-таки важно. И разумной, да, потому что люди говорят, да, что я хочу двигаться, развиваться, а очень часто желания расходятся с действительностью. И здесь тоже эта система, она за счет настройки предназначения помогает во многом прояснить и свой путь, и вопросы целительства в том числе и так далее. Вот у меня пример. Тетя приходила сегодня, сидела с ребенком, у нее был безумно высокий, диабет 2 класса, ну как безумно высокий, 7,9, что там, сахар или что-то такое. Вот сегодня она пришла с показателями 5,6, да, просто человек вот с ноября она стала периодически там общаться с Данилом и получила какую-то новую, как сказать, не предназначение, а цель, да, потому что так у нее все было скучно уже в жизни, все потеряно, и кроме болезней и таблеток ее больше интересов других не было, да, ну вы знаете, что большинство людей в этом вязнут. Ну это я такой пример, мы, конечно, не на это ориентироваться, да, но вот из простейших, вот то, что вот сегодня, да, под рукой. Примеров других много. Катюш, я тогда передаю тебе слово. Вот, Екатерина сегодня расскажет про Рейки Игдрасиль. 21-22 стартует базовый курс, 5 недель он длится, ведет его инструктор
системы DAO Reiki Yggdrasil Екатерина Донова. Не знаю, что здесь тигр сейчас вот возмущается, но или он подсказывает мне, или что-то здесь Он тоже происходит. хочет провести. Или что-то, или солнце на него падает, или, может быть, что мы стоим тут как бы, не знаю, в общем, что-то где-то, что-то хочется пройтись, видимо, ему. Вот, и эта система позволяет не стоять на месте. Возможно, Данил тоже про это. Что такое не стоять на месте? Это не значит, что вы в хаосе бегаете, ничего не успеваете. Вы все успеваете, и вы начинаете, и вы продолжаете, кто жил интересно, жить еще интереснее. Те, кто жил не очень интересно, начинаете жить интересно. Под интересом я подразумеваю широкий спектр, естественно, не только бытовых, но и, ну, как бы и вверх, и спираль, и вширь. Тут главное, есть тоже нюансы. Ну вот Екатерина расскажет про все остальное, да, и в том числе нюансы, и про то, что еще дополнительно сессии будет. В общем, очень вкусный курс. Рекомендуйте своим друзьям, советуйте, и, естественно, я рекомендую. А про школу мы еще расскажем. Все, всех благ, я тогда выключаюсь. Спасибо. Да, все, спасибо. Передаю слово Екатерине. Так. Продолжу то, что сказала Инга. Я хотела упомянуть, но Инга сказала про системы, как раз, да, про то, что мы являемся частью системы. Хотела напомнить, что как раз работая, развиваясь благодаря системе Reiki Yggdrasil, мы сами становимся более сильными элементами системы. И это тоже важно. То есть, когда мы, я думаю, все знают, что когда мы пытаемся измениться, очень часто, если система с этим не согласна, то будут возникать ситуации, будут возникать внешние какие-то обстоятельства, которые будут мешать нам меняться. Если мы слабый элемент системы, однако, если мы сильный элемент системы, и мы развиваемся на благо этой системы, то, наоборот, система будет нас поддерживать. Соответственно, развиваясь благодаря Reiki Yggdrasil, развиваясь в системе DAO Reiki Yggdrasil, мы становимся более сильными элементами системы. Повторюсь еще раз. Также хотела упомянуть про трансформации. Я думаю, все слышали уже, что сейчас такой трансформационный период. Даже сейчас, вот в данный момент, мы проходим через коридор затмений, и многих потряхивает, и то, что я наблюдаю, причем люди, особенно не практиков, я имею в виду тех, кто не включен, например, в ту же систему DAO Reiki Yggdrasil, проживают различные состояния, и не имеют инструментов как-то себя откалибровать, как-то стабилизировать себя. И этот трансформационный период, и как Инга сказала, в течение 1-2 лет будут уже более серьезные трансформации. Что же такое трансформация и вообще зачем она нам нужна, да? Потому что мы все через нее проходим так или иначе. Это процесс, в результате которого изменяется жизнь и личность каждого из нас. И она обычно затрагивает все сферы. Это и физическое, и эмоциональное, и ментальное, и энергетическое, и духовное. И обычно сама по себе трансформация не происходит, ей предшествует определенный толчок. Сейчас этот толчок, в принципе, у многих наверняка каждый из нас проживал трансформацию не раз в своей жизни. Сейчас этот толчок происходит изменений, довольно-таки сильный толчок, поэтому изменения будут, и как раз располагая таким полезным инструментом, как Reiki Yggdrasil, можно эту трансформацию пройти наиболее гладко, наиболее экологично для себя и для окружающих людей. Во время трансформации обычно что происходит? Человек избавляется от старого, то есть уходят какие-то старые блокировки, старые привычки, старая система ценностей, например, та же ориентированность, жесткая на материальном. Происходит отмирание определенных мыслительных процессов, имею в виду паттернов мышления и поведения. То есть мы мы метафорически очищаемся от того, что мешает нам расти, что мешает нам развиваться. И очень часто эти преобразования бывают болезненными,
как мы знаем, иногда даже на физическом уровне, не только эмоционально, да, и на тонком плане, но даже физически болезненными, потому что наше тело тоже реагирует на изменения такого плана. Обычно до тела доходит медленнее, но до него обычно доходит хорошо. И вот эти трансформации касаются нашего состояния в том числе. Но в любом случае те изменения, которые происходят, помогают нам подняться на новую ступень, измениться в соответствии, измениться, чтобы быть, будучи включенными в систему, да, как мы включены в систему страны, в систему какого-нибудь эгрегора, в котором мы работаем, в котором мы развиваемся. Вот эти трансформации, они все равно нам, в любом случае, они нам помогают увидеть, отследить, изменить то, что мы делали неверно, какие ошибки у нас были, возможно, исключить определенных людей из своей жизни, да, которые влияли определенным образом на нас негативно. Ну, то есть трансформации могут быть различного, абсолютно различного уровня. Но это, опять-таки, возвращаясь к системе Рейки Игдрасиль, Дао Рейки Игдрасиль, тут почти все настройки завязаны на наше будхическое тело, на наше высшее Я. Соответственно, изменения, которые происходят, когда мы работаем через Рейки Игдрасиль, используя настройки Дао Рейки Игдрасиль, они помогают нам выйти на свой путь, они помогают нам предпринимать действия и получать такие изменения в жизни, которые наиболее благотворны как для нас, как для эго, для личности, но не только для этого, но и как для души, которая пришла, воплотилась, да, в этом теле. То есть изменения происходят с точки зрения нашего высшего Я, ну, то есть нет перекоса, потому что часто есть различные системы, где учат получать то, что человек хочет, то, что он хочет из эго, но так как эти желания не соответствуют запросу души, то могут быть определенные перекосы и неприятные ситуации впоследствии, хотя человек получает вроде бы то, что он хочет. Такое небольшое отступление. Итак, напомню, что же такое Рейки Игдрасиль. Возможно, кто-то не знает или освежить в памяти среди тех, кто будет смотреть в записи, да, возможно. Также напомню, что вы можете задавать свои вопросы либо голосом, либо в чате. Буду рада на них ответить. Система Рейки Игдрасиль – это система духовного и социального развития человека на Земле. И в основе этой системы лежат эталонное состояние всех аспектов жизни. Очень важно то, что тут заложено и социальное развитие, то есть, как Инга сказала, да, для чего это все? То есть, это, ну, то есть практики ради практик – это не вариант, всегда должна быть какая-то цель, то есть социальное развитие, та же материализация, но при этом мы не исключаем и духовность. Это система духовного развития. То есть это не инструментарий, который мы используем чисто ради того, чтобы получить то, что мы желаем. Это инструментарий развития. Опять-таки, развитие в соответствии с нашим высшим Я. И Рейки Игдрасиль – это интегральная система, что очень важно. Она объединяет религии, духовные эзотерические учения, психологию, социальные практики, НЛП-методики и многое другое. И в результате этого у практиков, у практикующих Рейки Игдрасиль улучшается качество жизни, и эти улучшения происходят безопасно, и они происходят стабильно, что также очень важно. Из своего опыта скажу, что те инициации, которые я получала в рамках данной системы, в рамках системы Дао Рейки Игдрасиль, помогли мне проявляться, помогли мне добиваться прекрасных результатов в различных сферах своей жизни. Это и карьера, карьерный рост, потому что благодаря системе Дао Рейки Игдрасиль можно прокачивать свои определенные качества, создавать определенную событийность, влиять, ну, то есть мы и работаем над собой, ну и, соответственно, пространство дает нам определенный отклик. И даже в дальнейшем обучаясь на каких-нибудь курсах, получая образование в сферах, не связанных вроде как, да, так на первый взгляд, с эзотерикой, с духовным ростом, с магией, тем не менее шла распаковка благодаря Дао Рейки Игдрасиль, то есть я получала больше, чем, например, мои коллеги, мои согруппники,
потому что тут закладывается много больше, чем то, что мы даже сразу видим и впитываем. И по мере того, как мы в дальнейшем обучаемся в других системах, получаем опыт в какой-либо области, происходит дораспаковка той информации, тех энергоинформационных составляющих, которые мы получаем в момент получения инициации. Это также очень важно, и я не перестаю, например, этому удивляться. Очень приятный бонус. Напомню, что в себя включает базовый блок. Сейчас мы все-таки говорим именно о базовом блоке, потому что с 22 марта я начну проводить инициации именно в него. Он включает в себя 5 ступеней. И да, если вы планируете пройти, то необходимо сразу пройти все 5 ступеней, потому что именно этот базовый блок устроен таким образом, что происходит последовательная инициация с разницей в 1 неделю, когда закладывается вот такая жесткая структура, происходит структуризация сознания и энергоструктуры человека, учащегося. И после прохождения 5 ступеней вы получаете степень мастера Рейки Игдрасиль. Каждая ступень содержит разные настройки. То есть мы включаемся в поток. Рейки Игдрасиль — это поток энергетический. А настройка — это определенное качество этого потока, его особая частота, и именно разделение вот этих частот, включение в разные частоты помогает нам более точечно воздействовать на ситуацию. То есть мы не просто включились в поток и будь что будет, да? Мы можем сознанием своим, намерением выделять именно те части, те грани ситуации, те грани наших желаний, наших целей, которые нам необходимы. То есть если мы хотим работать со здоровьем, мы работаем со здоровьем. Понятное дело, что будут цепляться и другие моменты, которые связаны например, если, и обычно любое заболевание связано не только, это не только физическое проявление, оно уже сформировано на энергоинформационном плане, и что будет воздействие на первопричину этого заболевания. Но, тем не менее, мы точно входим, мы хотим поработать с этим заболеванием, мы работаем с ним. Именно работа с настройками помогает нам точно выделять аспекты, с которыми мы хотим поработать у себя и с клиентами. Особенно это важно для работы с клиентами, потому что клиенты обычно приходят с определенным запросом. Редко это запрос «сделайте просто мою жизнь лучше», да? А это запрос «решите мою вот эту проблему». То есть мотивация от какой-то проблемы обычно есть у наших клиентов. А в чем же состоит задача ученика? В первую очередь, естественно, получить эти инициации и далее уже научиться выделять из общего потока настройки и активизировать их по мере необходимости. Как происходит обучение? Во-первых, во время инициации мы уже включаем эти настройки последовательно и, соответственно, научаемся этому процессу. Далее у нас будут практикумы, и во время практикумов мы также будем включаться в эти настройки. И, конечно, будет домашнее задание, практиковать. Практика — это наше все, и я думаю, всем понятно, что чтобы получить результат, теории мало, надо практиковать. И, соответственно, выполняя домашние задания по практике, мы также будем нарабатывать наши навыки. И, как я уже говорила, при прохождении базового курса создается мощный каркас, который формирует в теле и сознании человека проекцию древа Игдрасиль, которая способствует дальнейшему развитию человека. То есть в этом еще один плюс, огромный плюс системы Дао Рейки Игдрасиль, то, что у вас нет каких-то, я просто обучалась в различных системах, наблюдала, мне было интересно, я наблюдала, сравнивала различные школы, различные инициации, которые передаются ученикам. И очень часто это нечто аморфное, бессистемное, когда вы получаете какой-то ряд настроек, как-то не взаимосвязанных между собой, то есть нет как раз этой структурности, которая очень важна. И мне очень нравится система Дао Рейки Игдрасиль, но, в общем-то, я в ней уже больше 10 лет, и именно поэтому я стала инструктором Дао Рейки Игдрасиль, потому что считаю это универсальным инструментом при работе с потоком, с энергиями. Так что да, вот этот мощный каркас, который выстраивается, уже
после первых базового блока, его уже достаточно для того, чтобы получать существенные результаты. Если есть вопросы по тому, что я говорила, буду рада ответить. Это у меня немножко монолог. Ну и напомню, какие 5 ступеней включены в базовый блок. Первая ступень включает систему самоисцеления, целительства, защиту и активизирует в человеке интуицию. Ну, для нас, для всех не секрет, что если у нас нет здоровья, если наше тело не готово, то куда мы сдвинемся дальше? Можно пытаться перекачать энергию в верхние чакры, работать с какими-то тонкими планами, но если нет здоровья, если у нас нет этой базы, мы плотно не стоим ногами на земле, то, к сожалению, результат не будет позитивным очень, потому что наша физика нуждается в том, чтобы мы с ней работали. В том числе наши тонкие тела нуждаются в том, чтобы мы их структурировали. Также во время, первая ступень, благодаря первой ступени мы очищаем наши энергоструктуры. То есть это такой первый блок, когда мы уже начинаем себя собирать, убирать лишнее потихоньку, вычищать определенные энергоструктуры, которые нам не нужны, и заполнять их уже новой информацией, новыми качествами, новой энергией. Что хочу сказать уже на этом этапе, что у нас будут практикумы дополнительные по мере инициации в рейки Игдрасиль. Также будет поддержка. То есть если у вас возникают какие-то состояния, во-первых, вопросы, естественно, вы можете в любой момент задавать. Во-вторых, если у вас будут возникать какие-либо состояния, они могут возникать, когда мы движемся, мы развиваемся, мы прорабатываем определенный материал, это может возникать опять-таки. Если такое будет, опять-таки, я на связи, и я буду помогать нормализовать ваше состояние, стабилизировать его. Обычно в этом нет необходимости, но если она возникнет, то я на связи, и мы работаем через индивидуальную сессию, чтобы собрать вас, чтобы убрать вот этот элемент боли, если он возник. То есть может всплыть определенный материал, который готов быть проработан. И дабы он не ушел просто обратно, мы его доисцеляем, уберем, чтобы он уже в дальнейшем никак на вас не воздействовал, чтобы это место было свободно для того, чтобы наполнить его уже новой энергией, новой информацией. Вторая ступень активизирует социальные процессы, денежные потоки и позволяет заряжать предметы. Опять-таки, наша проявленность в социуме очень важна. У нас нет перекоса в деньги, как мы говорили, да, что только деньги. Но опять-таки и перекоса в духовность тоже не должно быть. Мы пришли, наша вечная душа материализовалась в этом физическом мире, и мы проживаем опыт баланса физического и духовного. Соответственно, здесь мы уже на второй ступени, это вторая неделя обучения, мы уже начинаем работать с денежными потоками, дабы как раз выровнять эту ситуацию, дабы активизировать просто активизировать денежные потоки и убрать определенные затыки, потому что деньги — это у нас про все обычно. То есть, копнув в деньги, можно раскопать почти любую проблему, любую психосоматику, любое напряжение. Так что уже на второй ступени мы этим занимаемся. Также мы занимаемся зарядкой предметов. Это тоже прекрасная настройка, которая позволяет нам через зарядку предметов, да, больше воздействовать на себя, на окружающих. И также иметь вот этот запас определенных состояний на случай, если вы, опять-таки, у вас проскальзывает какое-то негативное состояние. У нас бывает во время трансформации мы падаем по тону, падаем по энергетической составляющей. И в этот момент как раз хорошо, если у вас есть какие-либо предметы, которые будут вас в том числе структурировать, поддерживать, защищать. Этому всему мы уже учимся на второй неделе. Не только учимся, но уже и применяем, выполняем на второй ступени, на второй неделе обучения. Третья ступень нормализует общение с людьми, увеличивает количество и качество внутренней энергии, усиливает проявление человека в социуме, гармонизирует все сферы жизни человека, развивает интеллектуальные способности и убирает кармические блоки, негативные структуры. Сразу скажу, что, конечно,
весь объем материала мы не обработаем сразу, я имею в виду все накопившиеся слои травмы и страхов, чего-либо еще. Если вы ранее не работали с этим всем, то за 1 неделю мы, естественно, это все не уберем, но у нас уже будет инструмент, навык работы с этими состояниями, проработки своей кармы, определенных кармических программ. Мы уже будем накапливать больше энергии, больше взаимодействовать с окружающими людьми. То есть в любом случае этот блок, он очень заряженный, он очень объемный, и он прекрасно, опять-таки, помогает нам развиваться в дальнейшем социуме и убирать еще те проблемы, которые у нас записаны на нашем каузальном теле, которые как раз и дают вот эти кармические проблемки. 4-я ступень, 4-я неделя обучения активизирует 3-й глаз, это наша аджна-чакра. Здесь мы развиваем свое ясновидение и умение создавать нужные ситуации. Раскачка видения очень важна при работе с другими людьми. Это и сканирование, и воздействие обычно уже идет благодаря раскачке нашего ясновидения. И естественно, в энергопрактиках это очень важно. Сразу говорю, что у нас у всех есть различные каналы восприятия, которые наиболее активны, наиболее раскачаны. И тут тоже хочу уточнить, что будут в зависимости от того, какой канал восприятия у вас приоритетный, соответственно, ваше ясновидение будет раскачиваться тоже определенным образом. Но результат, опять-таки, будет у всех. Главное — практиковать. Практика каждую неделю мы будем практиковать. Напоминаю еще раз. Без практики результат будет, но он не так высок, как при наличии практики. Чем больше мы практикуем, тем больше мы нарабатываем вот этот канал, тем больше мы учимся выделять определенные грани, и тем лучше, чище идет работа. И опять-таки напоминаю, что есть такой момент, как объем внимания. То есть иногда для решения какой-то задачи нам много объема внимания не надо. Мы включили настройку 1 раз даже, и у нас уже пошел процесс. А иногда в силу того, как сложились обстоятельства, в силу того, какие у вас есть, возможно, блокировки по данному вопросу, нужно больше объема внимания, нужно больше намерения, больше времени работать с какой-то задачей. Соответственно, 1 раз настройку включить будет мало, да, то есть мы работаем системно, опять-таки, с какими-либо задачами и наблюдаем свой результат. Ну и 5-я ступень — это расширение сознания, объединение сознания с подсознанием, воздействие на ситуации. Ну и тут у нас также идет уже работа с богами, с пантеонами богов, что также очень важно, потому что различные пантеоны богов, каждый бог — это определенный процесс, и включаясь в определенный процесс, мы можем более мощно воздействовать на какие-либо ситуации. Здесь тоже будет в рамках 5 ступеней рейки Игдрасиля есть включение в гении Земли, когда, опять-таки, мы работаем через связь с миром, через включение в гении Земли, что также дает более мощную работу с ситуациями, с другими людьми. Мы обычно используем эту настройку также при работе с клиентами. Мне кажется, что здесь я упомянула то все, что хотела. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, можете в чате, можете голосом. Если вы смотрите в записи, пишите вопросы, буду рада на них ответить. А я тем временем перечислю то, что нас ждет в течение... Я округлила до 6 недель, потому что после 5 недель, 5 недель у нас идет инициация, да, в начале, каждую субботу инициация будет проходить в 10 утра. И, соответственно, каждую неделю у нас будет практикум, и в 6-й неделе у нас еще будет практикум, опять-таки, чтобы получить как можно больше навыков практических. Итак, у нас будет 6 недель инициации в 5 ступеней рейки Игдрасиль. Практики полученных навыков. Ну и, соответственно, в рамках практикумов у нас будет взаимодействие, ответы на вопросы, коррекции, если есть такая необходимость, да, того, что происходит. Потому что чаще именно когда вы начинаете практиковать, тогда возникают вопросы. Они могут сначала не родиться, когда вы получаете теорию,
но далее они могут возникнуть, и, естественно, в этот момент поддержка будет с вами. Будет также индивидуальная поддержка, о которой я сказала, если вдруг будет какой-то эмоциональный разнос, то есть у вас будет состояние напряжения, он может, в принципе, вызван и в целом всем происходящим в нашем мире, в нашей Солнечной системе на данный момент. Тем не менее, если будут происходить какие-либо процессы, я за то, чтобы все происходило максимально комфортно, экологично для всех участников, поэтому я на связи. В удобное время мы созваниваемся, провожу личную сессию, чтобы убрать напряжение, чтобы вы могли уже спокойно дальше двигаться, развиваться, практиковать. И будет еще практика, направленная на раскрытие сердца и соединение со своим высшим «Я». Еще раз напомню, что рейки Игдрасиль — это духовная практика, которая... Это система духовного развития, социального и духовного развития, которая как раз помогает нам развиваться. Она дает нам вот этот мощный каркас и фундамент, который помогает нам безопасно воздействовать на себя, на окружающих, и помогает нам духовно расти. Просто духовный рост без базы, без подготовки, он может быть не всегда легок, не всегда может быть экологичен, потому что, знаете, вот эту картинку, как считают, что выглядит там пробуждение, и такие счастливые люди, я не знаю, на единорогах, на радуге, и как это выглядит на самом деле, там человек проживает такие довольно-таки непростые состояния. Поэтому подготовка, естественно, важна, убирание слоев травмы важно, убирание ментальных структур, которые мешают, важны. И здесь мы немножко добавляем практики на раскрытие сердца и соединение со своим высшим «Я». Это как просто момент подготовки к дальнейшему развитию, чтобы уже выстраивалась не только... эта практика будет проходить не только через настройки рейки Игдрасиль, а также через чувствование и визуализацию, просто чтобы приучать наше сознание настраиваться таким образом, в том числе таким образом, на наше высшее «Я». И она может активизировать, опять-таки, выход определенных напряжений, которые готовы быть проработаны, так как это будет даваться в таком очень формате и объеме, к которому готова группа, то есть чтобы просто показать, указать, как это может быть. И далее прорабатывая этот материал. То есть это такая дополнительная практика, которой мы постепенно будем приучать себя настраиваться на свое высшее «Я» в том числе. Так что это то, что нас ждет в течение предстоящих 6 недель. Если вы планируете присоединиться, я буду вам рада. Если у вас есть отклик, если ваша интуиция, ваша душа говорит, что пора идти, значит пора, прислушайтесь к ней. А если я откликаюсь вам как наставник, как учитель, буду рада провести вас по этому пути. Напомню, что старт курса 22 марта. Стоимость как я говорила, 5 блоков необходимо пройти, и вообще стоимость каждого блока обычно 5000. Тут стоимость, если вы берете, брать, конечно, проходить сразу необходимо все 5 ступеней. Тут будет скидка при полной оплате, вы получите стоимость 20 000 рублей за 6 недель практики и инициации. А если же вы уже являетесь, вы уже получали инициацию в рейки Игдрасиль, то вы можете участвовать в этом курсе, стоимость составит 5000 рублей. То есть это будет усиление. Что будет входить в усиление, это также инициация, и вы также будете участвовать, то есть практикумы будут для вас, все практики, которые я озвучила, и также индивидуальная работа при необходимости также будут для вас доступны. Так что я буду рада видеть вас на курсе, присоединяйтесь, если у вас пошел такой отклик. Напомню, что трансформация уже происходит, мы меняемся, мир меняется. Я за то, чтобы, это мой лозунг по жизни, что лучше я буду меняться, пока я могу меняться позитивно, чем ждать, когда меня система или Вселенная пнет. Потому что
Я проживала и моменты, когда меня уже пинали, чтобы я сдвинулась. И я все-таки теперь предпочитаю сдвигаться более гуманным для себя методом, способом. Еще раз прошу, если у вас вопросы, посмотрю в чате, может, они появились. Да, спасибо, Инга. Этот лозунг мне помогает. Потому что волшебный пендель не всегда очень приятный. Так что лучше самому себя мотивировать. Ну что ж, я тогда вижу, что вопросов нет. Я благодарю вас за участие. Благодарю, что были со мной это время. Буду рада видеть вас на курсе, на практикумах, на предстоящих практиках, которые периодически провожу эфиры. Рада каждому из вас. Желаю вам развиваться, желаю вам не стоять на месте, желаю, чтобы ваши трансформации были максимально гармоничными и чтобы вы шли в ногу со временем. И были на шаг впереди даже. Все, я вас обнимаю, желаю прекрасного вечера. До новых встреч.